2,5 года условно. Центральный районный суд Симферополя объявил первый приговор по так называемому делу 26 февраля 2014 года. Массовый митинг крымских татар, прошедший тогда под стенами Верховной Рады Крыма в поддержку Украины, сейчас квалифицируется как массовые беспорядки. Первым осужденным оказался Эскендер Небиев, который работал тогда оператором телекомпании АТР. С утра у суда Центрального района Симферополя родственники подсудимого, друзья и представители Меджлиса ждут окончательного приговора. Следствие длилось полгода. Один из обвиняемых по делу от 26 февраля, Эскендер Небиев, проходит по статье 212 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Участие в массовых беспорядках». Он был задержан 20 апреля, а спустя 2 дня по решению Киевского районного суда Симферополя арестован сроком на 2 месяца. В июне Небиев вышел из СИЗО под подписку о невыезде. За него тогда поручился муфти мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. Однако 2 дня назад, в пятницу, его снова арестовали, изменив меру пресечения на содержание под стражу. Многие эксперты связывали это с тем, что правоохранителям на тот момент не удалось найти отца Эскендера Небиева, Бекира, расстрелявшего в состоянии психического расстройства 2 медиков на станции скорой помощи в Симферополе. Тело стрелка, по предварительным данным, покончившего жизнь самоубийством, было найдено вечером в субботу, и уже сегодня суд вынес окончательный вердикт. Эскендер Небиев за участие в массовых беспорядках приговорен к 2 годам и 6 месяцам условно с 2-летним испытательным сроком и отпущен на свободу в зале суда. Я надеюсь, что на этом наши беды закончатся. Мы очень все устали, хотим просто отдохнуть от всего этого. У нас очень тяжелое время, и надеемся, что на этом у нас все закончится. Адвокат Небиева посоветовал своему подзащитному признать вину, считая этот вариант наиболее приемлемым в сложившихся обстоятельствах. Эскендера признали виновным, но суд согласился с доводами защиты, что его наказание, исправление возможно без реальной изоляции от общества. То есть наказание условное. Но суд учел там целый ряд смягчающих обстоятельств. Эскендер первый дал признательные показания. Опять же, чтобы не допускать никаких кривотолков, спекуляций, Эскендер признал вину в отношении себя. Прокуратура не будет обжаловать решение суда. По заявлению Натальи Поклонской Небиев заключил досудебное соглашение. Он признал свою вину, содействовал следствию и якобы дал показания на других участников митинга. Ее слова опровергает адвокат Эскендера. В отношении остальных фигурантов дела он не давал никаких показаний. Я говорю сразу, чтобы не было никаких домыслов. Эскендер Небиев первый из всех задержанных участников митинга, кому уже огласили приговор. Его ожидают еще 6 крымских татар, обвиняемых по делу 26 февраля. Среди них зампредседателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, которому инкриминируют организацию беспорядков. А самому Эскендеру на днях предстоит похоронить отца. Сусанова Итова, Селим Асанов, Заман, АТР.